Ну вот, вроде бы и управились. Почти. Почти. Осталось только набить брюхо. Кинуть что-нибудь за пояс. За пояс. Так, сегодня Иван Григорьевич у нас... Во, за это можно заметить? Да. Ну, надо же. Вот. За то, хоть за то. Вот тут вот сюда положим, да, наверное? Да. Ну, я могу вот. Да, вот так вот, туда тарелку. С одной тарелки будем кушать. Ну да. Вон, целую скороварку принес, вот такой вот. О, а там Оленей. борщ. Борщ. Борщ с олениной. Борщ с олениной. А вот и с перчиком будем. Вот на него клюет. Так, ты чистый? Да. Чушкалин. Да, он уже висел, мышь туда не залазит. Мыши рядом пролетали. Открывай, я не умею. Это раньше такие самогонные аппараты были, да? О, даже с этим шипением. Ну да, ну это же та же скороварка. Опа-на. Пожалуйста, Спасибо. наливайте. Тарелка каких годов? Не 50-х? знаю, да, где-то. О, Вот, помешали. горшок варить. Ищите мясо. Надо на черпаке написать. Ищи курва мясо. Вот зачем варить в избу, когда можно принести вареное, да? Конечно. Так, Валя, Ох ты, перец. да. А я, блин, еще взял. Опа. С горочкой. Вот так вот. Красота среди бегущих немножко. Опа. Тарельку убрать вот это, да? Да. Все, она же плотно закрывается. Что-то кривой стол. Надо аккуратно похлебать сначала. Ну ничего. Так, Хлебанем. так. Вот так вот пока, да? Да, Весим да, аккуратненько. да, аккуратненько. да, на ложечку чик. Аккуратненько. И все. Вот. И, Ну и не чего знаю, вы? вот А там что у тебя? Беленькое? беленькая. Что не будем, наверное, менять? Да, это пусть они сами пьют. Беленького. Они уже выпили, видишь, улыбаются. Улыбаются, да? Ну, Понятно. вы будете, нет. Я с чаем будем это. Да. Так, а это сейчас вот так вот аккуратненько поставим. Вот так. Там мы сильно не будем хлебать, тут разбегаться. Сильно не будем. Нет, так вот так вот. Раз, Ага, два. Наперсточки. ага. Ну, где у кого? Что, опять по какой поясок? Марусин. По Марусин поясок. По Марусин поясок. Я говорил по плечике, а оказывается, я неправильно говорил. Стол. Это уже не Марусин, это уже Дусин Это поясок. Дусин поясок. Ну тогда души его уже. Так, это зрителям. Это мне. Давненько. Давненько уже мы с тобой, Иван Григорьевич, в избушке вот так унесли. Когда последний раз были? Прошлой зимой? Нет, не прошлой зимой. Позапрошлой? Что, в Нет, прошлую зиму не нет, ездили? Нет, не зима, ближе. Когда те два друга-то приезжали. Мы в дощатой избе-то были осенью. А, В августе, наверное, это было. ну, Или да-да. сентябрь, наверное, был. В сентябре. В сентябре. Начало сентября, да. Да, так что октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Ну, полгода всего. Так что полгода, Иван Григорьевич, мы не сидели уже в избушечке, так, за рюмкой чая. Ну, только погода, что чуть-чуть изменилась, а так ничего. Атмосфера та же самая. Да. Да, настроение то же самое. Даже лучше. давай, чтобы- Зимой как-то оно более такое Ну, романтичное. давайте, Давайте, друзья. давайте. Здоровья. Не злоупотребляйте, конечно, да. Все в меру. Меру. Как говорил Неру. Дай Джахарлал Бог. Неру. Да.
Ну давай сейчас, Иван, маханем. Да расскажешь нашим зрителям, где ты пропадал, а то все спрашивают, где Иван Григорьевич, где Иван Григорьевич. Я говорю, Иван Григорьевич рыбу ловит, а не то, что катается, как я, просто Ну, так. дела. Поеду на раз съездишь, блин, вот за этим Харрисом, потом уже какой-то как больной. Вот туда тянет. Тянет туда-сюда. Да и Ты скажи, Пустой приезжал когда-нибудь? нет, ни разу. Самый маленький улов Сами 5 штук, Харюсков. да. Самый большой улов Самый в большой. этом сезоне. 2 таза. 2 таза. Вот, Ведро, 2 ведра, грубо говоря, да? да. Вот Ну на там тоже Харюс или... Харрис один, чисто Харрис. Это... Стою на перекате. Глубина, вот такая глубина. А, ну Всё. это летом, да? Да. М. Один день пошел на одном перекате, 26 штук поймал. Ну, такие не клюют, блин, клюют стандарт такой. Я ловлю, пакет у меня на ремне, уже пол пакета, что он тут? Я пошел, траву вытоптал, короче, щенок же маленький, я его беру с собой. Вот я туда высыпал в траву на берегу, там, он, слышу, лает на них, они прыгают, он лает. Ну, Не лает ест, там. не ест. Пока не ел. Потом раз так, потом второй раз. Короче, я опять полпакета наловил, опять туда на кучу. Короче, начал собирать пакет полный. Черный пакет вот Да, этот. вот этот черный пакет полный. Все, набито. Там 1,5 ведра, считай. Да, я донес до машины. Пакетов больше нету. Посмотрел, думаю, да нафиг. Высыпал это в багажник. Пошел. На коврик, да? Да, потому что у меня же осталась рыба в траве там. Короче, собрал опять чуть не полпакета вот так. Ну, а уже вечереет. И идем домой. На второй день думаю, ну все, надо ехать же. Харрис кипит, понимаешь, он так, вдруг, когда нету его, Это сплавлялся он, да, да, получается? да, то ты кидай там, хоть закидайся. Но его нету. Вот вода чистая, светлая. Да когда даже играет, ну, рыбы не видно. Просто я вижу, раз кружок, Мгм. там кружок. Ага, значит, он не один. И на спине, на мушку, да? Да, мушка и у меня такая, ну, самодельная удочка, спиннинг. Мгм. Здесь 2 мушки, пробка с грузом. Ну, погоняло, типа. Да, типа погоняла. Тут поводок вот такой, ну, по глубине там. Чем длиннее поводок, тем лучше, потому что ты кинул, бульк, пробка, и она как бы с грузом тормозит, а этот червяк уже вон там. Мгм. И несет, смотришь, в сторону пошел, иди сюда. И на что, червя. больше на червя или на мушку попадало? Ну, под занавес осени на мушку. Лучше, да, берет? Да. Летом, блин, на червя, ну, красота. Я даже опарышей брал, но опарыша не берет. А вот червя кинешь, я говорю, что я же вот сейчас поставлю червя. Червя копал или покупаешь? Копал, ну что покупать его? Он огород разрыл, да и Сейчас копать. зимой копаешь? Конечно. Ну вот столько промерзло, выдолбил вот этот квадрат. И копаешь, они все скрученные, вот такие, спят. Блин. Понятно. Молодец, что сказать. А мы с Романом с нулем приехали, полный ноль. Рыбу видели и ни разу не клюнуло. Я, блин, ни разу. Я сам, Валя говорит, ну ты бы хоть раз приехал, сказал, не ловится рыба. Я говорю, ну это если бы я на блядки поехал. Господи, простите. Так другое дело, не ловится. А если ты на речке, ну как она не ловится? Это просто, ну, За то, Давайте. чтобы ловилось. да, чтобы ловилось. Давай, чтобы всем ловилось. Да, и не, ну, хотя бы 5 штук для двоих на жареху, вот так. Я доволен. Сырочок. Да. Сейчас выпьем, потом покажешь, что ты с медведями своими сделал, с бродями. Давай выпьем сначала. Ага. Дай Бог.
На улице тепло, в избе уже становится жарко. Ой. Он. Обыкновенные бродни. Медведь. Аптыкин или, да, как там? Ну, медведь. Сейчас такие, наверное, 1007, наверное, 8 стоят, наверное, если не дороже. Да. И по молодости, говорит, купил шубу. Вон, Да. видно, да, наверное? А шуба маленькая взял, вон, порезал. И взял, порезал и пришил на коленники. И вот, нате, пожалуйста. И тепло коленям, И с той стороны резина. а с и резина, и можно на Кожа. коленях стоять, и ничего не будет. Да. Натуральная кожа. Прошил. И также и второй. Вот. Усовершенствованные, Да. получается. Что- это что, производство не может шить вот такие? Да, Запросто. с утеплителем получается. Конечно, чё ж. Ну, будет на 500 рублей дороже. Ну, Я сегодня говорю, у меня, говорю, гамаши вон утепляю. А у меня, говорит, вот такие вот гамаши. домашний. Давай горяченького еще. Туда? подкинь. Давай. Черпачок, а то остынет потом. Ну, сейчас греть уже не будем, это, наверное, нет. на улицу, да? Ну, на полу оставим, она не прокиснет. Закроем плотно и все. Просто чтобы... Утку пока убрали, да? Да. Утку завтра. Да. Да есть это. Вон сало есть. Сало, наверное, тоже на улицу надо, нет? Не, оно такое в банке. Ничего не будет. Потеплее. Что-то жарко аж стало. Жалиться не хочешь? Что делать? Жалится. Не, я острые не очень. А на перце таком перцовочку не настаивал? Никогда? Не делал? Наставил. А, если уже разговор... Но она не жгет. Если уже, Иван, зашел разговор о настойках, настаивали, не настаивали, объясни вот народу то, что вот у меня был ролик такой про самогоноварение, скажем так. И очень многие сейчас стали умные, получается, первак называют головы. Это, говорят, ацетон, и надо, говорит, выливать. С килограмма сахара надо, говорит, 100 грамм выливать. То есть, если там 7 килограмм сахара, 700 грамм первака надо, говорит, вылить в помойку. Скажи что-нибудь по этому поводу. Это лекарство. Первак. Самый первак, самый... Да, я помню, отец все время зубы, не пойдет же на бригаде, работал бригадиром, и у него день и ночь там пропадал. Придет и, помню, там сидит и... А, холодные, чтобы не Да, нагревалось. вот так. Ну, потому что зубы болят, болит зуб, он уже берет клещи, эти пассатижи, и там что-то ищет, говорит, я, вырву его. Нервный был человек очень, чтобы не военный. Ну, после войны так вообще какие-то люди такие были. Только до работы, как это, ничего не надо. Пьяный, не пьяный, все равно на работу, работает, все. Кем он работал? Бригадир тракторной бригады. Я там и вырос, считай, под этими тракторами. Ну, понятно. Все, Ваня, дай ключ. Какой? 22. Ну, я читать не умел. Ну, такой примерно. Беру. О, точно 19-22 принес. Ага. Ой, что тут у тебя? Солидолом меня и негролом намажут, Ой, вон убери. Тут раз чиркнул. А я, черт, я набегаю там, Иди сюда, помоги мне вот тут, вот. Надо держать, не надо, там за что-то держать. Опять, ой, опять тебе... Сколько лет как? было примерно тебе тогда? Ну, 6, наверное. 6 лет уже по Да. тракторами ползал. Да, 5-6 лет я с садика убегу и бегу на бригаду. В садике говорят, сейчас будет обед. Я вышел за ворота, воспитатель, сейчас будет обед, ты куда пошел? Я говорю, я к отцу на папину бригаду, и там пообедаю. И там в обед был все. Короче, вечером прихожу домой, мать посмотрела, тракторист пришел. Весь в мазуте, да. Да, иди в зеркало посмотри. Я прихожу,
елки-палки, тут, везде негрол, масло. Я говорю, ну все, никому ключ больше не подам. Прихожу на бригаду. Ваня, ну иди сюда. Я говорю, нет уж, не пойду. А что ты, разозлился, что ли, на нас? Я говорю, да я вас не могу выпачкать. Я говорю, мать меня отругала. Но не била? Я говорю, нет, не била. Ну и что тут? Ну ладно, прости, мы не будем пачкать. Так что, помаленький? Да, кишт. Кишт? Кишт, наверное, все понимают, да? Кишт по коме, Да, это, наверное... даю. Киш даешь там. Кишт даю. И я так-то, я давно разговаривал, если бы Валя со мной по коме разговаривала, то я бы уже давно разговаривал. Ну, понимать-то ты все Я понимаешь. все получается. понимаю, но, понимаешь, вот Сказать не могу. есть же негры, как по-русски разговаривают. Это же надо склонять. А Ну, за да. этих 16 падежей как ты? Где-то ясно, где-то... Ну, у меня Ромка сейчас так то же самое. Понимать понимает, а разговорный язык у него гуляет, получается, налево-направо. В том-то, что нужно... Ничего, главное, чтобы хоть понимали. А мы сами виноваты. Я коми, она коми, а говорим А, по-русски, блин. Вот Да, тебе, и блин. дети надо с рождения, при маленьком ребенке, там до 6, до 7 лет, говорить по коме. По-русски А он у вас- быстро научится. Он только пойдет в школу. Все. У вас с детства родной язык украинский был, Да. получается. Говорили Да. на украинском. Да, Но русский знали, получается. конечно, такие русские учили. Одновременно, то есть ты русский и украинский одновременно, получается. Да. Так же, как русский и коми я, получается, одновременно. То есть, как иностранный язык его не надо было учить. А мы еще и немецкий учили. Ну, это в школе уже. Да. Ну, я в школе-то да, тоже. Вот я тоже как бы А так я слышу, ну, приходит там сосед, там, русский, был Сашка. Ну, все кацап, там. Он с отцом по-русски разговаривал. А вот пришел зять там, у отца, у брата, зять пришел с армии, Федя. Пришел так, но я был пацаном, я это видел, как это. А отец немножко был подкручен. Это выходные были. Он пришел так. Дядя Гриша, да как вы здесь? Как вы? Как? Знаешь, как? Отец, смотри, Федя, ты не какай мне. Сири прямо, как взял его. И так толкнул, а тут штахетник у нас был. Это штахетник валится, это оттуда упал, блин. Отец, больше не какай мне. Хотя все понимают, то вот с этим, с русским, так он по-русски разговаривает, потому что русский тот человек. А этот пришел, там, служивый. Как? А батька-то здоровый был у тебя? Здорово. Выше тебя, да? Нет. Нет? Может, чуть-чуть выше, но вот такой вот широкий. Квадратный, Есть да? фотографии, есть такой, вообще, блин, нам поймать его и так может поднять спокойно. Это брат вот же жил, вот так 3 брата жили. Здесь такой как бы типа, ну, штахетники идут, там дом. У нас дом. И через вот этот проход вот к тому дому, к брату Ивану, моего отца. Здесь брат Семен. Так отец, если изрядненько, можно выйти возле колодца в калитку и по дороге пройти и зайти к Семену. Он если изрядно мочканул, он идет, этот штахет положил, тот штахет положил. Прямо. Говорит, понастроили, тут пройти негде. А потом на второй день все восстанавливает, колия забивает. Так, сегодня у нас 9 число, вчера был 8. 8 число, по календарю получается день зимней рыбалки. Так что вчера не получилось. Надо, ну, прошедшим хотя, ну, праздником. С праздником, Геннадий Праздником. Геннадьевич. С днем, праздником. с днем зимней рыбалки.
Да, Все-таки мы ребята, с днем. зимой рыбачить тоже любим. Ой, так зимой больше ездим, чем летом. Летом то Да. картошку Работы окучивать, то много, садить, то грядки, то это. А зимой никакой работы практически А нет. зимой вот то, что в больницу сходишь, и все. Так что- Одна работа. Сначала Да. покушать, потом это обратно выложить. Да. И обязательно в обед поспать часик. А, после обеда. Что-то она меня только пообедали. Ну все, ложись. И Я сейчас. говорю, ты знаешь что, это мне мать в детстве, вот покушаем мы. И она, ложитесь. Мы с 3 пацана, ложитесь. Я говорю, что, ложитесь, чтоб сало завязалось. Ты я что, поросенок, что ли? Ложитесь. Нельзя сразу поел и сразу бегать. Нельзя, полежать надо. Вот, я говорю, И лежали, да? да, а куда денешься? Мама сказала. У нас был сосед вообще, так уже его потом подковыривали, Димка. Мама сказала, он навымал. Мама сказала, не ходи никуда. Ну, давайте. Будьте здоровенькие. Крепка наша оборона. Ай, ох и жмут. Жмут. Я говорю, как дед Щукарь. Мгм. Сидит за столом. Все говорят, ну, ох, советская власть. Нормально. Где Щукарь говорит, ох и жмут. Ох и жмут, так и обычно сразу. Кто вас жмет? Сапоги. Ну, так, а вы же без сапог. Так потому и не ношу, что жмут. Выкрутился хоть деда. Как-то вот так вот проходят вечера в избушке. Время тут сколько сейчас хоть? Да, по-моему, Ну вот телефон. 5 минут 7. Я не смотрел. Телефон. Нет, 10 минут 8. 10 минут 8. Ну, до 8 где-то покушаем Да. и будем укладываться отдыхать. Дрова сделаны. Привез сушину. Распилили. Привез сырые дрова. Можно спокойно ложиться спать. Закидаем сырыми дровами, и оно будет чаяться нормально. Потому что сейчас просто уже жарко. Я сырых натолкал. Но они сейчас разгорелись, потому Я что жарко растопил стало. и сырых натолкал. Думаю, пока это все равно согреется. Ну а завтра будет новый день, новая Хариус. рыбалка, новый хариус, да, потому что не надо уже добираться, времени на пару часов, на часа 3 будет больше у нас. Что сегодня мы? Пока приехали, пока то, все, 3-е, 10-е. Завтра сразу прямиком на те повороты, где говорил Иван Григорьевич, почему я не останавливался, Надо там пробурить, там хорошее на место. непробуренных местах. И будем искать этого капризного хариуса, потому что он есть, но его надо найти. Движения как такового еще нет, он не мигрирует, не гуляет. Да. Но Он где-то, если где-то он есть. забурился, если он есть, опустил только туку, приподнимаешь, тык сразу. Ну, не всегда тоже. Бывает у него тоже капризы. Не, ну сегодня брал хорошо. Я тебе скажу. Ну да, как, если он есть, он берет. Ну, это вот, который колотый, вот тот может еще так трогать. Тюк-тюк-тюк. Да. Но плотву сегодня, конечно, ты понял. Это чудо с чем-то, блин. Сколько здесь рыбачу, я плотву этих это не видел еще. Ух, я же всю рыбу ловлю, какая есть. Так, ладно. Так, убрать опарыша сразу. Ладненько, друзья, до завтра. А может засушишь, опарыша на сухого может лучше. Спасибо за компанию. Да, То, что с нами посидели, маханули, поели борща. да, до завтра. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрите. Буквально пару слов, все время хочу напомнить, все время забываю. Если, допустим, где-то что-то
не будет роликов, это значит я на выезде. Заходите на Яндекс.Дзен. Там ролики, по крайней мере, до где-то середина марта примерно, наверное, и выходят каждый день. Каждый божий день в 15 часов новый ролик. Уверен, что половина моих зрителей не смотрели эти ролики, так что заходите, смотрите. Очень интересно. Там также мы с Иваном Григорьевичем на Весновке, на Царском озере щук ловим, окуней ловим. Помнишь, мы вот это по последнему льду, вот как раз 21 год это. Ролики на Продольнике, на Печоре ловим, язя, сига, хариуса. Также в избушке и песни поем, и отдыхаем. Очень интересные ролики, пока, по крайней мере, когда я их загружаю, я смотрю. Очень классно. Так что заходим. Каждый день новый ролик в 3 часа дня. И заходим также на Рутуб. Там, я не знаю, что вы стесняетесь заходить на Рутуб. 290 там что ли подписчиков у меня. Заходите. Там вообще история. Там пока идет 18-й год. Самые первые ролики на самую китайскую дешевую камеру с плохим звуком. Но это все пока. Потому что с вашими просмотрами, с вашими подписками, если есть возможность, подпишитесь и на Рутуб. Там история, как начал создаваться канал. Первые ролики. Все с самого нуля. Не каждый зритель, который сейчас смотрит данный канал на ютубе, смотрел эти кадры в 18-19 году. 20, ну, канал уже 6-й год пошел. Ого, стало тепло. Так что заходите и на Яндекс.Дзен, и на Рутуб. Буду очень рад вашим подпискам, вашим комментариям, вашим просмотрам. Вот. А YouTube я не заброшу, потому что некоторые делают ход конем, закрывают YouTube, потому что от YouTube сейчас никакого дохода нет. И выкладывают свои ролики на Яндекс.Дзен. Типа хотите смотрите, хотите смотреть, переходите на Яндекс.Дзен. Там будете смотреть. Потому что YouTube не оплачивается сейчас. Нет, я так не могу и не хочу делать, потому что кому удобнее смотреть на YouTube. Так вот я и думаю, куда мне перейти, кого мне, куда показывать. На все три. На YouTube в настоящее время. На Яндекс.Дзен время среднее, 21 год. Но близко-близко подходит это уже. Но когда-нибудь они соединятся. Как это, две параллельные лыжни соединяются. Ну а Рутуб это уже история. Что-то из истории. Как-то вот так. Заходите и на Рутуб, подписывайтесь, смотрите. И на Яндекс.Дзен подписывайтесь, смотрите. Ну а на Ютубе мы уже как-нибудь свежие ролики постараемся сделать. Как-то вот так. Ну вроде все сказал. Ну а теперь до завтра. Завтра будет новый день. Новая рыбалка. Ну естественно новый ролик. Всем спасибо за внимание и всем пока. До новых встреч на канале Конный Рыбак. Сегодня с Иваном Григорьевичем. Пока. Пока. Я думаю, может, не узнают, я сменил прическу. Имидж. Прическу лохматенький пойду. Да, пойду лохматым. Да.